Ряд вопросов, предложенных в повестке дня, разные. Дело в том, что на этой неделе проходили некоторые комитеты, которые были возможности провести в прошедшей неделе, поэтому повестка короткая, но плюс к ней еще несколько вопросов. Уважаемые коллеги, какие есть предложения в повестку дня разные? Я знаю, одно из предложений было депутата Кирхеля, внесение изменений в закон административных правонарушениях, связанных с увеличением штрафов в отношении незаконного строительства. Все правильно, да. Наверное, проект озвучите уже непосредственно, когда будет обсуждение, если мы его включим в повестку дня. Вы предлагаете повестку разные. Это حترزكو يوز بزير شمس بيجت كميتات يشدح قلوت أبسنجل ريزر أبصار проект нас أبصار проект яцен цакесям убриёб яла галазарц أبصахрка أخشала закон ала галарку يقحتر يحتخو нас сара депутат Кяхаса была инициатива يقص زيادة كوبريوب يخي يقوب أخشالة زوز أوا بيزنس يالك وأوا ديفيدند حسابلا нас يدر حزا بارنترغو يوبري يكوب جوخ процент أرخنزا أشاخ سويانا год нас алагала казиску убриоб же процент капонза илагазарц избанак зарурстыла яво инвестор шеюко апсна аус нас ейлохна аус зо рахарахчы бизнес ялаку ава وبرتا ديفيدند كا نسينرغو حنتكر يحا اشخ كخماجو حنتكر جوب يحا نس ديفيدند اخرغو حرحشي خي حوزحن ابرام نسور ورستون دش حنتكر كقون بيانا وس زوا بيزنس انفستيسيو خلصاز بارز الحوا وبري در حنتكر جي وبري اشخ بحي ماجخي تحرحتاستا سرا нас инициатива иқастазала ус испхедзота коллега чеге бюджет комитет ялузеге исчак на ядгалта бри нас апсахрапа избанагузар бри и хармаджер сара гуразгойт яха яра апснаж бюджет ялло пара яхай хахот алсшай яхай бзи хот яхай хотха وبس غراغ نسقوب يا حرا ناس حرحچ بيزنس يلك واواغي يا حقچ ناس اخن ترغي خچ يرش ماچ خود وبريزحن وبري لاغلوب اك بياب خرزح يشدش كلت ويا مشتخ نزار قحتيد حرت علت اشخت كر министр فينانس كر министр زغي يجغلو ري закон ناس ريكцара проект يجغلو وسبرتقزم وبري يادغليت اخر ناس قحصوت بري ايبت يابخرچ ناس يتصختونتيو بحابخره وبري шадгаларц обжаштерц. Изменения в данный закон о налоге на прибыль предприятий заключается в том, чтобы сегодня налог на дивиденды юридических лиц значит, составляет 15%. В законопроекте прописывается то, что мы предлагаем довести ее до 10%, чтобы уравнять ее с доходами физических лиц, чтобы стимулировать наш бизнес, больше декларировать. И есть представители бизнеса, где у нас есть совместные предприятия. Они, как правило, бизнес выбирает брать дивиденды, получать дивиденды в той стране, в которой меньше налоговая ставка. Приравняв налоговые ставки, и вот приравняв налоговые ставки и опустив его до 10%, общий объем налоговых поступлений за этот вид платежей, я думаю, что в общем объеме
только добавится. И мы, наши фискальные службы, я думаю, что мы все вместе, мы должны сделать так, чтобы бизнес этот вид налога платил в нашей стране, а не в какой-то другой. Потому что если мы примем сегодняшнее решение, у бизнеса не будет никаких препятствий для того, чтобы оттока капиталов из нашей страны в этом виде деятельности не будет. Уважаемые коллеги, предлагаемый законопроект мы будем рассматривать во втором чтении. Уважаемый спикер, просьба поддержать данный законопроект, принять во втором и окончательном чтении. Как налог на дивиденды, отдельной статистики по этому виду налоговых платежей у них не ведется. Но с идеей данного законопроекта и министр финансов, и министр по налогам и сборам, они эту идею одобрили. Можно вам один вопрос? Ну, время с момента публикации. Да. Там можно, Если не указано другого, то да. учет не ведется как-то? Нет, налог на прибыль, Именно поступление по налогу на прибыль ведется учет, а под налогом на прибыль налог на дивиденды отдельного статистического учета, по которому что мы получаем, Да, вы поняли, что это? Да. Если не ведется как-то, это анализ проводится. ну, Эмпирические услуги, им вопросы, да. да, я думаю, что этот вопрос мы задали, вроде бы мы договорились о том, что это администрирование будет вестись. Это будет введено и будет вести. Статью 1. Установить отчисление части доходов, полученных от посещения Ритинского национального парка в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение, за исключением билетов, реализованных детям от 8 до 12 лет по установленной стоимости. Статью 2. Установить отчисление части доходов, полученных от посещения РУП комплекс на Афонской пещере имени Смыр в размере 250 рублей от стоимости каждого реализованного билета на посещение, за исключением льготных билетов. Установить, что сумма отчислений, указанных в части 1 и части 2 статьи настоящего закона, подлежат зачислению в республиканский бюджет в размере 100%. Прошу коллег поддержать данный законопроект. Каким образом эти деньги помогут Ачимчирскому, Кварчельскому району, если Гудаутский район, ну, по крайней мере, министр финансов нам озвучивал, что ту дотацию, которую мы приняли, в республиканский бюджет заложили, что эти деньги, их нет, они воздушные. Если вам придется 152 миллиона направить в Гудаутский район, каким образом тогда мы собираемся помочь Кварчальскому и Ачимчирскому району, это первое. Второе, если уже говорить о моем мнении, да, мы в прошлый раз, когда поднимали этот вопрос, если вы помните, уважаемые коллеги, мы приняли закон, который работал до конца 2023 года. Тогда тоже это мотивировалось тем, что мы хотим помочь этим районам, в частности, это были Кварчельский и Ачимчирский район. И я, насколько знаю, там порядка от 15 до 25 миллионов получили сверхбюджета эти районы. Так получилось, что у нас на 2024 год у нас выпадение получилось по Гудаутскому району. Я не могу понять, для чего мы делаем это. Скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, я так понимаю, что мы сегодня, когда мы создавали рабочую группу, приходили сюда руководители Новоафонской пещеры и Ритинского национального парка, и они рассказали нам, какие проблемы у них сегодня в РУПах. И мы сегодня, забрав у них 250 рублей, в моем понимании, оставляем их без работ, которые нужно проводить в этих РУПах. В частности, вы все знаете, в Новоафонской пещере большие проблемы с железной дорогой, ее нужно приводить в порядок, а там сумма приличная, я насколько помню, если мне память не изменяет, там порядка 100 миллионов рублей. То же самое по национальному парку, они приходили сюда с проектами, показывали нам свои проекты. Я считаю, что национальный парк Новоафонская пещера – это достояние всей Абхазии, это визитная карточка Абхазии. Если не приводить их в порядок с союзных времен, по крайней мере, в нацпарке ничего не проводилось. Для того, я понимаю, что природа там красивая, но все-таки нужно будет, наверное, проводить какие-то работы, чтобы люди
проезжали туда, чтобы туда приезжало, допустим, не 100 тысяч человек, я сейчас образно озвучиваю цифры, а 200 тысяч человек, а люди, которые приезжают туда 1-2 раза и видят, что нет никаких изменений, я думаю, в следующий раз он туда не приедет. Это первое. Второе, честно вам сказать, если никакого подспорья не будет для тех районов, о которых мы озвучивали, Очимчирский и Тпарчевский, но Гудаутский район имеет дотацию 152 миллиона, и эти деньги есть. Говорить о том, что они воздушные, извините меня, в моем понимании это неправильно, учитывая то, что за последние 4 года увеличение собственных доходов идет на 4-4,5 миллиарда, приблизительно около 4-4,5 миллиардов рублей. Ну, 152 миллиона, я больше чем уверен, что в этом году тоже будет перевыполнение. И для чего это делать, если честно, мне чуть-чуть непонятно, уважаемые коллеги. Естественно, каждый имеет свое видение, свое мнение. Я считаю, что не стоит поддерживать этот законопроект. Сейчас повторяться не буду, да, то, что он сейчас говорил. Я единственное тоже понять не могу по этим 152 миллионам по Гудауте. И в прошлом году мы договаривались, здесь джентльменское соглашение было между нами всеми, что Тпарчевский район и Очимчирский район дотационные, они депрессивные районы, что им надо помочь. Но мы здесь, ради коллег, я лично за себя говорю, я поддержал тпарчевцев, очимчирцев. Здесь мы понимаем, что это не Гагринский район, не Гудаутский, не Афон, это депрессивные районы, тяжело им там, и все понимаем. Но что бы я хотел сказать, эти деньги, 152 миллиона, мы в прошлом году заложили в бюджет. И сегодня 160 миллионов в общий бюджет поступает. То есть мы датировали уже, получается, 152 миллиона предусмотрены для гудаутского бюджета. Тогда эти деньги, они просто потеряются, это мое личное мнение, в бюджете. В прошлом году мы, когда собирались, они также приносили, я сейчас не буду это все говорить, там не ГЕС надо восстановить, там дороги надо делать. С Рицей мы деньги хотим получить, с пещеры мы хотим получить, а там в ужасном состоянии это все. Надо это все реконструировать, надо все ремонтировать. Оно все в ужасном состоянии. 1 год ковид помешал, 2 год мы на Миноборону туда денег дали. Но несмотря на это, много было работ сделано в Рязанском национальном парке и в Афоне. Пещеры, эти деньги, они потеряются в общем, и там пользы не будет, я считаю, и в этих объектах. Сверх что-то они получать будут. В республиканском бюджете. Денег вы предусмотрели? Конечно, конечно. Мы и в расходном предусмотрели, соответственно, и в доходном. Сперва поступят средства, естественно, мы обеспечим и расходную часть. Нет, да? То есть, если не, допустим, если не будет этого, если, в принципе, я хотел задать, мои коллеги примерно задали, но я все-таки прогнозировал 160, да, вы сказали, миллионов. Вы скажите, они окрашенные, да? Нет, они не окрашены, они поступают в доходную. Дело, что хорошо, когда принимали бюджет республиканский, да, мы да, ну, Ирма Федоровна, я сейчас не хочу углубляться. Я вас уверяю, Да, хорошо, я тогда скажу, что я прослушал, и нигде ни один человек из депутатов эту поправку не выносил. Я прослушал все, что мы говорили на комитете. Откуда она взялась, я понять не могу, если вы хотите, чтобы Нет, голосовали. члены комитета по бюджету, кто-нибудь об этом знает? Мы ни Просто один скажите. человек эту поправку не выносили. Нет, Я не кто-то знаю, слышал если это? кулуарно Просто кто-то с скажите. кем-то не договорился, не вынес эту поправку. Я первый раз не увидел вот здесь. Другое дело, что мы на сессии проголосовали за нее. Я согласен с вами. Да, я за себя лично буду говорить. Я за себя лично буду говорить, что я не увидел и проголосовал вот просто эту графу и все. А на комитете я не то, что не слышал, я против был вообще изначально, когда этот вопрос мы обсуждали, я против был всего этого. И я не слышал здесь, чтобы из депутатов, из моих коллег, нас тогда было немного на комитете, чтобы кто-то вообще эту поправку выносил. Это Откуда она взялась, я до чтобы сих об пор этом понять. говорить. Вот мы рассмотрели бы первый проект Ирма Федоровна, как вот эти, которые 160 предусмотрены, как отразились бы на бюджете сегодня. Скажите, пожалуйста. Вот мне непонятно, хочу у вас комментарий по этому. У нас было 2
проекта. Два проекта от правительства, которые приходили, да, один отозвали. Но так получилось, что мы сегодня этот рассматривали, а могло бы же быть, что другой бы рассмотрели. Как, вот на что вы сейчас ссылаетесь, что 160 миллионов, они уже в бюджете предусмотрены в случае рассмотрения того альтернативного проекта, как у нас было бы, выпадение было бы, или что было бы, может быть. Не хотелось об этом говорить, но вот эти 500 миллионов тоже вами инициированы поправки по доходной части от приватизации. Мы же тоже их на сегодняшний день ни рубля не поступали. Несмотря на это, мы все равно стараемся оставить людей наших. Ваша инициатива была оформлена по статистике. Тем, что мы договоримся о том, как действовать в следующем году, как эти деньги будут распространяться на бюджет 24 и иных годов. Но никто к этой работе, к сожалению, так и не приступил. Администрация президента первый проект прислала ровно такой, как он был в прошлом году, в июле, который мы приняли. Еще мы не упомянули об одной вещи. Конечно, на развитие Рицинского заповедника нужны еще большие средства. Да? И вот коллеги часто приводили аргументы, связанные с тем, что почему именно Рица и Новоафонская пещера. Я с этим совершенно согласен. Все туристические объекты, находящиеся на территории Республики Абхазия, они должны помогать всем районам, что называется. Да? Государственные, разумеется, Кан Валерьевич. Но в свое время, когда вносили, изменения, не парламент, кстати, связанные с повышением билетов на посещение, Рицинского парка и Новоафонской пещеры, говорили о том, что деньги от этого пойдут на Ачимчирский, Тпарчельский район и на Гудаутский район прежде всего. Увеличение будет, и также предусматривалась корпорация развития. Корпорации развития нет, соответственно, та концепция осталась, я считаю, правильным, и это тоже упомянуть. С другой стороны, все эти годы я, честно говоря, поддерживаю эту инициативу с точки зрения того, чтобы помочь именно Гудаутскому району, потому что и глава района об этом говорил. Он сказал, что им недостаточно средств хватает только на то, чтобы выплатить зарплаты работникам, ни на какие иные работы не хватает. Вот такая вот была концепция. Конечно, в последующие годы можно что-то изменить, но в проекте закона не указано этого, Тимур Абисович. Мы должны были заранее об этом говорить. Район сейчас что получится? Я не знаю в абсолютных цифрах, сколько они, я это не высчитывал. билет нас убранза ачагера концерт блюза таксовый добряху зиштахва абарт гал творчал Чимчира, а корпорация гала замус Тимура Дамури Пасатамус Творчала Чимчира, абарти роет хапу нишиха зяхявыжи уозари ахтна цепх пара творчал яла нагала заяша зыхан алцфедовыта акалаки зыхан уеха халоза рабха вежа миллион акалаки базху атырско коллегацу и миллион ки дара крацана куда барти пшихо регионку это глаза шап сахра зыхан худжигера саха антап сахра зыхана Ейвепш маусура камя пгаразыхана дарадза хазыхан уи акрацана куй. А я шазыхан нас ягяшуксан яхкос зашуксан ай тражури мя пахгаз уягана хала ихан убрюза айш тражур аряшуксу сихада хклып ягяшуксан хайбаба бахаряшуксан حزمي تراجل زيت ويز خاز أدرخاري دوب أقزم هرا حيولت سخنا سخوجيك وصاد حول رابكن وي نسخا خيح جاب أقوانا جرسمو يجيس بجهاد حكونا نس الزارة سريس السورس ويحارزك يرى بيدجيت أقانا خيال يلا نقالوا بارا يدنالا نقالا كاشتخ يرى صبخ يبش تقرشالة شمشيرة قدوتا يرزنيوما بارا بريوبا الزارة حري حزب قولوا يحارزك هري خوجيك كتقول زاشا شاب سخن يرى صبخ يحوز أقرأ حمود زاكو يماتش دي خلار أقوانا قرسوم بياي واشو بسزحن يجوخ بدياشو بشزاو زيجن شرحنا شتا وسخن أي تاب سخرة وكوا زبانا قانا خلا أجو لقالا قحصوت حقوانا قرسوم وبريخان يبراك عليك تفجير حيك صحاوات يا خانا ستقول زاشا يا خا يرى نس ريتسا قانا وحوزر حبا قانا وحوزر ووصر دوكم يبقدو بياش زحن
واوس زوا زي بندرو تجحات زم زنكم كوينتم كخنتم كحري جوب خبري واخ ابريحام وبارزق واخ وجات سخرا واخ انت ماتش كبرخي جنا ابري تورشال اتشمشرا حد سخرا بحقانا قرسمو زنزي خص حنيو باكلاكبا اتقلا زاشي يحي سخوت ара хучик егни қауцарки бшариши қазалаги ава нас нанагот иртахир тахому ячгидаху бзамасаветым чейдыргылаз ям ваджир вусин хайти гит хучик рыла хипцан яху бзамазги я хагиб зир бод я хагиб адлакцана имхот закой невет ви абри Абана гарисивай тахс зиги жирцисто хучик саразарис сурцу абри энткара бюджет ялагала нашу ямыштых яракалак зааднева хахупшив ناس يجاشوا بسنوشتي تبسخر وكل حاجة بحجانا جرسون بيجيس يخس فيه ده جيب شنقة أدقلر أحرب شبحة أدقلر ويزاشوا بشو بيس جمر بيخطياب زم أبراو أبصرين خود ورشال أكل ورشال تشمشير أكل كيجن خور تقلا زاشوا خوجك أي تبسخر زحن أياش زوي تو بيدود زن حشاس عود تو بيدود زن حشاس عود زيجي صبح يلا نقال زبارة ورشال نسحبها جانا خالو حزر ريتزا جانا خالو حزر أوسورو بيمبيو بجو يخدارت زي رتشوب ورشال وزن زكالك دودزم ويا يومبارديو بشتغل زاشي خبرز زيجي شو بزورالو بيزوكو وبريغان بيتو بحشاس حزجي يتا خد قلر عربشنا خقا وشتاي تابسا خرقالا قالنا وشتيشياش وحساب حقانا قرسم بتو. Она непосредственно подчиняется кабинету министров и подотчетны им. Если государство решило деньги себе, значит, забирать и распределять, но это, наверное, все-таки чисто по государству, наверное, подход правильный. Другой вопрос, как бюджет распределяется, насколько районы получают достаточно эти деньги, недостаточно, это мы должны Алхаз сами решать, понимаете? Но сам принцип, я шук посипхазот Алхаз. Другой вопрос, если мы что-то упустили, когда мы вот бюджет формировали, значит, когда непосредственно люди, которые только этим занимаются, мы же не просто руки поднимаем, мы же имеем право вносить изменения. Вот там надо было нам доработать, понимаете, чтобы на побольше. Другой вопрос, они, Алхаз, я просто, я хочу, чтобы ты меня понял тоже, да. Другой вопрос, те деньги, которые мы в прошлом году перечисляли, они тратились на усмотрение главы. Здесь они они целевые направления будут иметь. Чтобы целевые получить больше, главы района должны свой вариант обоснованный, значит, присылать на бюджет и требовать те необходимую финансовую, значит, сумму, которую они считают необходимой, тот минимальный необходимый, да, сумму, которая поможет районам. Вот это там, если работа не проведена, понимаете, здесь от нас мало что тоже зависит. Чисто вот сам подход по государству, наверное, все-таки это правильно, чтобы это пошло в бюджет, а с бюджета распределение должно быть. Добрый день, уважаемые коллеги, приглашенные. Да, значит, хочу представить вам проект поправок в проект закона о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа АПРА. Мы рассмотрели этот вопрос на комитете, он был одобрен. Значит, проект закона предоставляет возможность принять национальную платежную систему АПРА в небанковскую кредитную организацию, что позволит предоставлять своим клиентам, юридическим лицам услуги эквайринга. Имеется в виду ставить посттерминалы в торгово-сервисных предприятиях, что им позволит, без, значит, эмиссии карт. И РНКО, да, позволит просто, значит, войти в эту, значит, платежную систему АПРА, устанавливать платежные терминалы, чтобы клиенты могли ими пользоваться. На комитете вопрос был рассмотрен, получил одобрение. Прошу поддержать в первом чтении. Коллеги, есть вопрос? Республики о внесении изменений в статью 4 Закона Республики Абхазия государственная пошлина. Смысл законопроекта заключается в процедуре взимания государственной пошлины за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор по удостоверению договора поручительства. Согласно Гражданскому кодексу страны, по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части. Вот статья 352 Гражданского кодекса определила простую письменную форму договора поручительства. Но тем не менее, многие кредитные учреждения требуют нотариально заверенных соглашений по договору поручительства. В связи с этим та неурегулированная статья, которая отражена в государственной пошлине, которая не устанавливает верхний предел государственной пошлины за совершение именно тех нотариальных действий, которые связаны именно с договором поручительства, оно привело к тому, что отчасти суммы, да, и инвестиционные, которые, да, или залог, который осуществляется кредиторами, если суммы большие, то не имея верхнего предела по этому виду госпошлины, суммы какие-то получаются заоблачные, они абсолютно не соответствуют, несоизмеримы, да. Да, если бизнесмен берет кредит, он изначально берет долг, то есть это кредитное обязательство, он на себя берет очень серьезную финансовую нагрузку, а еще если, значит, договором поручительства и совершением подобных нотариальных действий еще какая-то несоразмерная космическая сумма, она лишь дополнительным бременем на кредитора накладывается очень серьезно. Смысл законопроекта заключается в том, что в некоторых видах государственной пошлины была необходимость вместо 0,5%, да, довели до 1%, то есть повысили, некоторые виды пошлин были повышены. А там, где не было, значит, предела, значит, установлен предел. Вот 1%, не более 7 тысяч рублей. Я думаю, что это как бы тоже большое подспорье, это было упущение. Человек или бизнесмен, который берет кредит, его дополнительно, помимо тех процентов, которые должен он выплачивать и тело, и проценты этого кредита, на него дополнительное бремя за совершение подобных действий. Я думаю, что это было просто простым упущением, на которое мы... То, что сейчас определены эти верхние пределы 3, 5, 7 тысяч рублей, да, это посильно и одной, и второй стороне, то есть я считаю, что это нормальное явление. Необходимость принятия данного нормативно-правового акта, она связана с тем, что существует определенная разрозненность нормативно-правовых актов, которые есть в нашем законодательстве, не всегда понятна иерархия, которая существует, виды нормативно-правовых актов, кто и как их применяет, у кого есть полномочия, у кого их нет. То есть это на самом деле очень важный и при этом очень сложный на самом деле законопроект. Резо Платонович воспользовался своим правом законодательной инициативы, подготовил его, представил его. Мы обсуждали его на комитете, и он получил одобрение. Вместе с тем должен признать, очень много вопросов к нему, потому что он очень сложный. Даже если просто судить по заключению правового отдела, здесь получается у нас 17 вопросов, которые ставит правовой отдел к данному законопроекту. То, что действительно объективно можно сказать, что такой законопроект нужен, но он очень сложный, хотелось бы, чтобы мы его рассматривали, наверное, разрабатывали именно во взаимодействии с администрацией президента, да, если мы это будем делать. Но, еще раз повторюсь, на комитете проект был рекомендован. Здесь сейчас представляю его на ваше рассмотрение. Я очень надеюсь, что если мы его сегодня даже в первом чтении, администрация президента нас поддержит, что нам надо будет совместно как-то работать, потому что он очень сложный проект и он очень важный, потому что ошибки, которые мы можем совершить здесь, они неминуемо повлияют вообще на то, как функционирует наше государство, да, какие нормативно-правовые акты имеют силу, какие наиболее, то есть сильно и наименее. То есть только обязательно с администрацией президента, я уверен, что именно правовой комитет своими силами, я боюсь, мы не справимся. То если со стороны администрации президента есть мысль положительная, то
Да. Сегодня вы говорите, что комитет рекомендовал, на самом деле огромное количество вопросов к этому проекту. Да. С другой стороны, другие проекты законов некоторые правильный комитет не рекомендовал, да, но там есть мнения делятся. Или тоже, что касается там, того же пенсионного обеспечения. Мы же сказали о том, что комитет рекомендует с тем, чтобы рассмотреть и между первым и вторым чтением внести изменения, потому что те нормы, которые были предложены администрацией президента, депутатов не устроили и не понравились. Да. Мы решили найти третье решение и потом уже между первым и вторым чтением справедливо подойти к этим вопросам. Да. Поэтому таким образом информация распространяется. Да. Просто это настолько сложная работа, подготовить его действительно настолько, чтобы мы могли уже во втором, третьем окончательном его принять, что нам будет силами комитета только мы не справимся. Это однозначно. Я считаю, что эти замечания тоже должны быть учтены. Это, можно сказать, фундаментальная работа такая сделана. Этот законопроект нужен нашей стране, очень важен. Я думаю, что, приняв его в первом чтении, ко второму чтению мы должны подключить всех наших коллег, да, вот, администрацию, исполнительную власть, Генеральную прокуратуру, да, всех подключить буквально для того, чтобы ко второму чтению мы подошли с тем, чтобы сняли все вопросы, которые там возникли. Месячный срок это возможно? В месячный срок, да, это очень тяжело будет, это невозможно. Но. Совместно с исполнительной властью подготовить законопроект данный к рассмотрению в первом чтении. Он, к сожалению, не был нам представлен на разработку. Согласование только прошло на уровне комитета. И я в данном случае просил бы вас, лучше, наверное, было бы, если бы мы отложили этот законопроект. Спасибо. Изменение статьи 27 прим. 3 Закона Республики Абхазия о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Статья 1. Внести в статью 27 прим. 3 Закон Республики Абхазия от 9 августа 2006 года за номером 1444 о статусе депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. Также изменение 13-14 мая 2008 года и также закон Республики Абхазия 2014 года за номером 45 статьи 45. Также изменение 2015 года за номером 53 статьи 134. Также изменение 2016 года за номером 45 статьи 34, изложить ее в следующей редакции. Статью 27 прим. 3. Размер пенсии. Пенсия устанавливается лицу, указанному в статье 27 настоящего закона, в размере 75% ежемесячного денежного вознаграждения действующего депутата Народного собрания и при изменении ежемесячного денежного вознаграждения действующего депутата Народного собрания пересчитывается в централизованном порядке, за исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. Пункт 2. Пенсия устанавливается лицу, исполняющему обязанности депутата Народного собрания первого созыва, указанного в статье 27 настоящего закона, в размере 75% ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания, включающего в себя сумму ежемесячного денежного вознаграждения, денежного поощрения и ежемесячного возмещения дополнительных расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий и при изменении ежемесячного денежного содержания действующего депутата Народного собрания Республики Абхазия пересчитывается в централизованном порядке. Статью 2 настоящего закона вступает в силу с момента официальной публикации.
из того, что там прописано, ну, не устроило также наших коллег, но мы пришли, за себя могу в этом плане сказать, я пришел, по крайней мере, к такому мнению, я это озвучивал также на комитете, что в первом чтении, например, я не против принять его, однако ко второму чтению нужно принести серьезные изменения. Так как прописано, ну, совершенно не могу согласиться, хотя при всем уважении к депутатам первого созыва, может быть, я говорю свое мнение, в силу того, что они имеют действительно очень серьезные заслуги перед нашим государством, ко второму чтению внести в качестве поправки, чтобы именно им, депутатам первого чтения, понятно, что кого-то уже нету, немало, да, в 100% размере пенсию. Может быть, как-то так, это мое предложение было. В этой ситуации я готов поддержать, допустим, ко второму чтению. Но если оставлять так, как есть, я не могу поддержать данный проект. Это то, что касается меня. А комитет в целом рекомендовал. Дело в том, что много раз вносились изменения в закон о статусе депутатов, да, на протяжении десятилетия. И, как правило, шли по пути улучшения условий, значит, пенсии экс-депутатам парламента. Но есть неточности, есть вещи, в которых нужно, значит, в которые нужно внести ясность. Но я за то, чтобы, допустим, если мы принимаем этот закон в первом чтении, мы максимально разобрались со всеми этими вопросами и на этом этот вопрос закончили, закрыли о пенсиях экс-депутатов. Предлагаю поговорить о пенсиях других людей, других наших граждан, менее защищенных в большей степени, да, потому что постоянно из созыва в созыв переходит один и тот же вопрос. Внесем ясность о том, как это начисляется, каким образом. Основной вопрос связан с этим, и министерство профильное ставит этот вопрос. И все, предлагаю этот вопрос закрыть. Пенсия, считаю, достаточная, да, и депутаты экс-созыва достаточно защищены с точки зрения государства, учитывая возможности нашего государства. Конечно, мы хотим и особенный почет с нашей стороны депутатам первого созыва парламента. У них особенные заслуги. Но если у кого-то есть особенные заслуги, мы можем и отдельный закон принимать на этот счет. Но то, что мы постоянно обсуждаем пенсии экс-депутатов, будучи, значит, действующими депутатами, людям не нравится. И, наверное, это не совсем этично с нашей стороны. Поэтому предлагаю в этих вопросах расставить точки, Дауд Витальевич, да? Окончательно принять решение и все, к ним больше не возвращаться. Нужно обсуждать пенсии инвалидов войны, социально незащищенных, пенсии детям и так далее, учителей. Освободить. Мы кого-то освобождаем, в том числе и представителей силовых структур от тех или иных платежей, а учителей и врачей не освобождаем. Предлагаю об этом подумать внимательно. То, что пишут и то, что говорят, отчасти это верно. Поэтому предлагаю этому уделить больше внимания. Спасибо. Мне прислали по УНИСФАЖБ репортаж, связанный вот с этой тематикой, да. Я не думаю, что на комитете именно был такой разговор. Там несколько моментов для меня странных немножко. Поскольку я в том парламенте был, сейчас могу сказать одно, что из 35 человек 22 сегодня живы. Один из них, Валерий Гурджиев, получает пенсию как судья. Она кратно выше, и поэтому тут, значит, 21, об этом идет речь. Предмет разговора что? Вот то, что прозвучало, что надо компенсировать затраты на какое-то жилье, на канцелярские расходы и так далее в репортаже, да? Ну, для меня это вообще дико совершенно. Речь шла о другом. Вот здесь идет четко то, что я понимаю. Включая в себя сумму денежного вознаграждения, ну, заработная плата, денежного поощрения. Если меня спросить, то все. Другой не должно быть. Ежемесячное возмещение дополнительных расходов каких-то. О каких дополнительных расходах может идти речь? Значит, поэтому давайте в первом чтении смотреть, но я хочу сказать и другое. Давайте не зацикливаться о том, что это идет о первом созыве. Да? Пенсию получает 60 с лишним человек. Это не только первый созыв, это и последующие тоже. Значит, и поэтому, когда мы будем смотреть, потом, да, я надеюсь, после принятия в первом чтении, надо это обязательно учитывать тоже. Там немало достойных людей, которые должны
пенсия которых должна формироваться общим, единым мерилом. Вот это мое мнение такое. Вносим на рассмотрение закон Республики Абхазия о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. А именно, внести в Уголовный кодекс Республики Абхазия изменения в статье 67, часть 1 прим. 1, дополнить пунктами 7-8 следующего содержания. Пункт 7. При осуждении лица за преступление против чести и достоинства личности. Пункт 8. При осуждении лица за преступление против порядка управления. Примечание дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания. Для цели настоящей статьи к преступлениям против чести и достоинства личности относятся преступления, предусмотренные статьей 124 настоящего кодекса. Для цели настоящей статьи к преступлениям против порядка управления относятся преступления, предусмотренные статьей 321 настоящего кодекса. Статью 124 изложить в следующей редакции. Статья 124 клевета. Клевета, то есть распространение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающего его репутацию, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Пункт 2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, либо совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Пункт 3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности в случае опровержения распространенных им недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица при наличии согласия потерпевшего. Статью 125. Санкции. Часть 1 изложить в следующей редакции. Наказывается штрафом в размере 200 тысяч рублей. Часть 2 изложить в следующей редакции. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении или средствах массовой информации, либо совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Санкции части 3 изложить в следующей редакции. Наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Пункт 4. В пункте 2 примечание к статье 285 слова «в других статьях настоящего кодекса» заменить словами «в статьях 234 и 364 настоящего кодекса». В статье 299 санкции часть 1 изложить в следующей редакции. Наказывается лишением свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Санкции части 2 изложить в следующей редакции. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Статью 321 изложить в следующей редакции. Статья 321. Оскорбление представителя власти. Пункт 1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности в форме представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Пункт 2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации,
либо совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Пункт 3. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной или иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности в форме лица, занимающего государственную должность Республики Абхазия при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Пункт 4. Деяния, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, либо совершенные публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Прошу проголосовать и принять его в первом чтении. У нас изначально, если вы помните, давайте тогда я расскажу, скажем так, заново. Изначально, если вы помните, был проект представлен Генеральной прокуратурой, то есть он был объемный, в него включались изменения в множество норм, как УК, так и УПК. Мною было отправлено в том числе и в судебную систему, в судебную ветвь власти запрос на их отношение к данному законопроекту. Ответ нам прислали. В этом ответе именно по клевете они расписали свое мнение по многим представленным нормам, да, поправкам, да, но именно по клевете ответа там не было. После этого уже получилось, что Генеральная прокуратура отозвала свой законопроект, она выделила вопросы, связанные с клеветой, в отдельный законопроект, то есть получилось из одного проекта, у нас получилось 2 проекта. И вот, дальше, если помните, мы на комитете обсуждали, комитет не рекомендовал к принятию проект по клевете, который был от Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура впоследствии отозвала его, новый проект пришел уже от администрации президента, вот Батал Эдуардович сейчас тоже подробно рассказал, он был уже изменен, в него были включены дополнительно нормы, касающиеся оскорбления представителя власти и ряд других норм, о которых сегодня Батал Эдуардович также вам рассказал. Заново уже отсылать я не стал в силу ограниченности времени, потому что этот проект у нас долго находится. Мы уже непосредственно на комитет пригласили Генеральную прокуратуру, пригласили уполномоченного по правам человека, еще был ряд специалистов здесь, и мы обсуждали эту тему. Поэтому со стороны Генеральной прокуратуры могу уверенно сказать, что они поддержали проект именно администрации президента. Со стороны Верховного суда именно по вопросу клеветы ответа не было. Вот такая ситуация, да. Теперь, да, если дальше продолжу. Как вы все знаете, на комитете мы также рассматривали данный законопроект. Он не получил необходимого количества голосов для того, чтобы был рекомендованным к первому чтению. Впоследствии уже я внес свой проект, который мы обсуждали также, и он также не получил необходимого количества голосов для того, чтобы быть рекомендованным. Отличие, почему я их считаю альтернативными, это не только мое мнение, я еще консультировался с другими юристами, потому что прежде всего, как минимум, 2 статьи у нас коллерируются, то есть получается, что в одни и те же 2 статьи вносятся изменения, ну, администрация президента свое видение, у меня свое видение, и по сути, именно поэтому сегодня нам надо рассмотреть и выбрать какой-либо один из этих вариантов. Это по оскорблению, да? Да, это по оскорблению. Но поскольку это проекты, 2 разных проекта, они, получается, на одну статью накладывается разное мнение, то есть получается, что необходимо выбрать один из данных проектов, да, или не один. По клевете норма предлагается со стороны администрации президента. В моем варианте по клевете нет, я ничего не предлагаю, я предлагаю оставить ее так же, как есть. Хочу напомнить, что год назад мы вносили уже изменения в статью о клевете.
Да, мы тогда добавили социальные сети, интернет, то есть чтобы площадкой не служили для клеветы. Помимо этого мы увеличили ответственность. Речь идет прежде всего о штрафных санкциях. Вот, поэтому я считаю, что ничего не изменилось глобально за год, чтобы мы опять рассматривали эту статью. В том понятии клеветы заведомо. Да, в известном во всем мире, так скажем, да, понятие клеветы. А здесь то, что предлагает администрация президента, ну я категорически не согласен. Я, честно говоря, наверное, со всеми вами уже разговаривал за это время. Да, честно говоря, много обсуждали. Да, просто, на мой взгляд, просто распространение недостоверной информации бесконечно уводит нас от самого понятия клеветы, потому что и ответственность, она может наступить и к тем людям, которые в этой ситуации ее совершенно не заслуживают. Я упоминал много раз здесь проблему, например, с репостами. То есть, да, человек, и в конце концов, кто-то из журналистов может написать какую-то информацию, ну, доверяя каким-то СМИ, я могу сделать всего лишь репост у себя на странице, и получится, что я тоже распространяю информацию, если она будет признана клеветой. И, соответственно, я буду нести ответственность наравне с тем человеком, который действительно клеветал. То есть не понимаю я, честно говоря, этой увязки, разделения нету. Поэтому я считаю, что клевету нужно оставить как есть во всем мире. Вот. А что касается оскорблений, хочу сказать, что я согласен здесь с позицией администрации президента и знаю, что огромное количество коллег тоже эту позицию поддерживают, что необходимо все-таки штрафные санкции увеличивать, потому что если клевета, она может быть не намеренной, то оскорбление это все-таки вещь намеренная. Да, это, я думаю, любому понятно, и, наверное, было бы хорошо, если бы мы немножко сбавили вот этот вот тон негативный, который есть в обществе, который в социальной сети гуляет. Ну, честно говоря, не знаю, что еще больше рассказывать, очень много мы с вами переговорили на этой теме, да. Мое предложение такое. 5 комитетов у нас был худший. Да, так, естественно, сейчас, да, по регламенту даже первым в любом случае мы голосовать должны за инициативу президента, да, это по регламенту такое. Дауд Абидалевича вопрос, он числится у нас 10-м, мы его рассмотрим как 8-й, потом раздельно, да, опять не возвращаться. Да, да. Знаете что, я знаки свахет, пинки свахет, честных салон Зумаха, это вообще закон, такой, знаете, подход, как иезуитов к евреям, вот, чем-то похожий, как подход иезуитов к своим решениям своего вопроса. Это проект вообще, почему часто родился, почему перед выборами это начинают, что мы не имеем права критиковать, разговаривать, или что мы не имеем права еще, пусть нам скажут. Это завтра все те, кто сегодня мы можем принять, конечно, но мы потом завтра можем с этой несправедливостью столкнуться, как и в случае истцов, и в случае ответчиков тоже. Потому этот вопрос надо как-то аккуратно, понимаете, если был у нас закон, здесь прокуратура как-то сказала, что у нас нет доказательной базы, там как бы не прописано, ну извините меня, прокуратура хочет, чтобы только есть действие сразу. Понимаете, принять решение, то есть они доказывать не хотят, они своими делами заниматься не хотят, хотят, чтобы парламент уже готово им дал заключение, все, вот сказали, как говорится, не разбираясь, можете там ярлык вешать, но так тоже нельзя, так подходить нельзя считать. Я и в первом случае, и во втором случае буду против голосовать. Спасибо за внимание. Все-таки клевета – это заведомая вещь. Я ее только так понимаю. Другого понятия это невозможно. И то ее надо доказывать. Я почему спрашиваю мнение судебного сообщества? Даже если ты знаешь, что это клевета в классическом понимании, что человек заведомо знал, что он не прав, выдал он, да? И там, по своему опыту знаю, очень тяжело судьям в этом плане доказать, работать. Проще давайте сделаем о защите чести и достоинства. Это сплошь и рядом идет, да? Сейчас вот такое вот облегчение, на мой взгляд, оно очень опасное. И я бы, конечно, хотел все-таки добиться от судейского сообщества. Как они это понимают? Ну, мое мнение такое. Значит, я вот посмотрел, здесь есть же заключение вот нашего отдела, да, правового. Ну, я вот вам честно говорю, читаю пункт 1 статьи, противоречит нормам статьи 35 Конституции.
согласно которому ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят и издан в Республике Абхазия. Вот я двумя руками за. С другой стороны, вот классическая клевета, да, она есть. Она тоже есть. Вот судейское сообщество пусть скажет, как с этим бороться. А что касается оскорбления, это уже абсолютно явная вещь. Тут уже не надо думать, он там преднамеренно, непреднамеренно, человек тебя оскорбил. Тут надо просто действовать и все. Ну как наша система, вот я не представляю этот механизм, я вот честно говорю. Как он будет реально работать? Я его просто не представляю. А по клевете, я еще раз говорю, есть классическое понятие клеветы. Это заведомо ложная информация. Заведомо. Другого варианта, я за другой вариант голосовать просто не намерен. Ну, ко второму чтению вариант и по оскорблению, значит, Дауда Витальевича и вариант, предложенный президентом, надо будет это все-таки, наверное, довести до ума и мнения судейского сообщества, мнения прокуратуры. Это должен быть очень выверенный, правильный, как бы, да, принятый, на мой взгляд, законопроект должен быть. Я ко второму чтению мы должны, да, вот, на мой взгляд, мое предложение заключается, я за Дауда Витальевича проект тоже буду голосовать в первом чтении, а ко второму чтению мы должны... Я тоже хотел бы свое мнение сказать, я его, в принципе, выражал на комитете. Я говорил о том, что эта норма появилась не просто так, действительно у нас сплошь и рядом происходит. Есть и клевета, и оскорбление. Другой вопрос касается непосредственно того, что написано в проекте изменений. Да? Вот я совершенно разделяю позицию Леонида Ивановича. Я не говорил на комитете о том, что клевета – это заведомо ложное. В любом словаре, где бы мы ни открыли, на понятийном уровне это написано. И мне не представляется возможным изменение этого. Плюс второе, что меня смущало, это то, что идет сложение наказаний, то есть и лишение свободы, и штрафная санкция. Должно быть или-или, да, и все это должно быть разумно. С другой стороны, неразумно то, что там сегодня санкция там, за клевету, оскорбление, допустим, там, 5 или 10 тысяч рублей. Ты как истец понесешь гораздо большие издержки, обратившись в суд по этому поводу, да, то есть мы должны разумные нормы выработать. Поэтому позиция заключалась в том, чтобы в первом чтении принять и доработать существующий проект, да. А что касается тех вещей, о которых я сказал, ну, я так понимаю, что многие коллеги это разделяют. И я думаю, что сложно будет поспорить с тем, что сегодня у нас сплошь и рядом и в сети интернет переходят на личности, и в СМИ различных тоже мы видим информацию, в том числе искажение информации, в том числе прямые оскорбления. Да. И это должно касаться не только чиновников и депутатов парламента, но и обычных граждан. В том числе и чиновников нужно привлекать к ответственности по этим статьям. Я думаю, что это будет показательно и всех нас дисциплинирует. В общем, чиновник, который оскорбляет обычного гражданина, он несет еще большую ответственность за то, что он делает, потому что он человек, наделенный властью и наделенный большим уровнем ответственности, чем обычный гражданин. Поэтому нужно как-то баланс соблюсти. Все это связано прежде всего с тем, чтобы у нас был порядок, какой-то порядок, и мы соблюдали нормы приличия, в том числе и в рамках политического процесса. Вот такая позиция. Спасибо. Добрый день, уважаемый спикер, добрый день, уважаемые коллеги. Я сейчас озвучу изменения в законопроекте. Проект закона Республики Абхазия о внесении изменений в статью 147 Кодекса Республики Абхазии об административных правонарушениях направлен на усиление административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта, объекта капитального строительства, ввода в эксплуатацию. Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 147 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение устанавливающего порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта, объекта капитального строительства, ввода в эксплуатацию. Спасибо. Связан с усилением норм за незаконное эксплуатацию. Да, усилением санкций, штрафов да. выше.
Там штрафные санкции серьезно увеличены, очень серьезно увеличены, там вплоть до 1000 минимальных размеров оплаты труда, насколько я помню. Это 60 тысяч получается. Минимальных это 60 тысяч, это нормально. Это даже немного. 50, 40, 60, там, слышали? Что я хочу сказать, хочу поблагодарить Астамура Баталча. Инициатива очень своевременная, он воспользовался правом законодательной инициативы и вышел с такой инициативой. Мне кажется, вообще очень полезная и своевременная. Потому что сегодня мы видим в городе, кому тротуар понравится, каждый что-то начинает строить, что-то делает, кому что это, ни закона нету, ничего нету, в город невозможно выйти. Кстати, здесь Кана Валерьевича похвалил бытность его градоначальником города, вот многие проблемы он с этого начал, там мы знаем, и на турбазе, кстати, да, на турбазе очень многие конструкции были убраны, и на рынке, на самом деле, очень в этом плане у него хороший опыт, так что спасибо Астамуру Баталчу за такую инициативу.